10 коров и 120 телят. Поголовье небольшого хозяйства, которое достаточно отдалено от других поселений, впечатляет. В день предприятие из 6 человек производит и перерабатывает как минимум тонну молока. К слову, в период паводка это единственный поставщик молочки в райцентр. В этом году в рамках проекта «Народный бюджет» фермерское хозяйство получило 900 тысяч рублей. Добавив дополнительно 300 тысяч, предприятие закупило новое оборудование – пастеризатор и сепаратор для молока, а также вот такой аппарат для фасовки жидкой молочной продукции. Благодаря ему стало возможным, например, фасовать сметану не просто в одноразовые пластиковые контейнеры, как это было раньше, а вот в такие специальные стаканы, плотно запечатанные фольгой. В 2012-м апгрейд коснулся молочного цеха, в 2018-м мясного. Впрочем, главной задачей, признается хозяин, всегда оставалась минимизация ручного труда. Пока на ферме главным по-прежнему остается человек. Все от транспортировки выданного молока до сбора отходов вручную. В новом же коровнике, что строится на средства гранта, произойдет почти 100% автоматизация. Помимо строительства здания, в котором, кстати, одновременно поселятся и коровы, и телята, будет закуплена и техника. Самые долгожданные – молокопровод, кормораздатчик и современные источники вентилирования. С такими девайсами, отмечает хозяин, можно задумываться и об увеличении поголовья. И закончить вы должны? До декабря. Как считаете, справитесь? Да, бывает и без выходных работаем, и до 10. 32 миллиона рублей. Этот грант Василий Захаров получил лишь с 5-й попытки. Пока строительство на начальной стадии. Сделана разметка территории, построено основание. К возведению готовится фасад будущего коровника. Почему все-таки решили объединять коров и телят? То есть для чего это нужно? Потому что, чтобы ферма была как бы под одной крышей и чтобы люди работали на одной ферме. Не бегали через улицу, там, например, в коровник, в телятник. Пришли в одно место, переоделись и пошли работать. Как бы я эффективно сосчитал, что это будет так лучше. На время строительства темпы производства сохраняются. Впрочем, его заселение планируется лишь весной, с наступлением тепла. Там и территорию благоустроят. В частности, ограждение. С его появлением станет возможным и выгул скота. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.